В эфире новости, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Вынос и переустройство сетей на стройплощадке Ленского моста. На каком этапе находятся работы? Программа переселения. В Амгинском районе сдали еще 2 многоквартирных жилых дома. Основатель хорового искусства Якутии на торжественном вечере отметили 125 лет со дня рождения Адама Скрябина. Вынос и переустройство сетей идет на стройплощадке строительства Ленского моста в районе села Табага. В следующем году в планах начать основной этап реализации масштабного проекта. Тем более, что в своем послании Сан Николаев напомнил о поручении президента обеспечить бесперебойное транспортное сообщение по федеральным дорогам Лена, Колыма и Вилюй. Мадина Халикова подробнее о строительстве Ленского моста. Так, до конца года планируется полностью завершить Майя Табага из 5 опор 3 опоры, установить вертикальное положение, 2 опоры у нас останутся собраны до момента переключения. И также 2 опоры будут собраны по линии Л-113. Работы в графике и начальный этап строительства Ленского моста идет планомерно. Для реализации такого масштабного проекта необходимо полностью перестроить технологические площадки. На сегодня эти работы выполнены. Полным ходом идет перенос сетей электроснабжения. На площадке установили 40-метровую опору номер 2 линии Майя Табага. И, к слову, все работы прошли без неудобств для населения. Трудятся на площадке сейчас 56 человек. Все они представители местных и республиканских компаний. Произведен вынос сетей электроснабжения в габаритах ВЛ 10 киловольт и уже переключены. Также демонтированы участки старой ВЛ 10 киловольт, линии Северная Мозаика, Табага-1 и Табага-2. На сегодняшний момент осуществляется подъем опоры в габаритах 220 киловольт. В этом году планируем установку еще дополнительно одной опоры анкерного исполнения. Кроме того, в рамках первого этапа подрядчики уже завершили рекультивацию территории. Провели и инженерно-геологические работы. На 2 берегах реки Лены пробурили без малого 800 скважин. Весь проект предполагает не только строительство самого мостового перехода, но и серьезное обновление инфраструктуры, создание подъездных дорог, в которые попадают участки региональной трассы УМНАС. Так, вся транспортная магистраль растянется на более 14,5 километров. Сегодня все 3 участка имеют проектно-сметную документацию, положительное заключение госэкспертизы, и по региональной дороге 2 участка у нас уже залимитированы, средства предусмотрены в рамках Дорожного фонда республики, и со следующего года мы ожидаем заключения контрактов на выполнение работ поэтапно. И первый этап у нас 8 километров будет начат в следующем году с поста ГАИ до села Владимировка. Дорога до моста будет 4-полосной 2-й категории с безопасными поворотами. Сроки синхронизированы со строительством мостового перехода. Вдоль магистрали выделят участки для придорожного сервиса. Объект поистине стратегический. Ленский мост обеспечит транспортную связь между регионами Восточной Сибири и Дальнего Востока. Сегодня проверил, как идут работы на площадках, первый зампред правительства Якутии Дмитрий Бердников. Здесь ведутся работы, начиная с мая месяца. Когда было получено подрядчиком разрешение строительства, ведутся работы подготовительного этапа. Работы связаны с выносом сетей электроснабжения, сетей связи, сетей газоснабжения. Проведена рекультивация участка основного хода. То есть работы идут полным ходом здесь по левому берегу. Мы переместимся на правый берег, там будет подготовка просеки под основной также ход и подготовка к выносу опор по правому берегу. Напомню, что это еще 10 опор линии 110 киловольт. По поручению президента до 2030 года по 3 федеральным трассам Колыма, Вилюй и Лена, проходящим на территории Якутии, должны обеспечить круглогодичное бесперебойное движение. И здесь флагманом будет строительство Ленского моста, главной связующей артерии всего востока России. Мадина Халикова, Григорий Охлопков, Якутск. Процедура вступления в Национальный регистр доноров костного мозга значительно упростилась. Теперь, чтобы сдать свой генотип, достаточно просто взять мазок с внутренней стороны щеки и отправить его в регистр по почте заказным письмом. Процедура стала возможной благодаря подписанию бессрочного соглашения между Почтой России, Русфондом и Национальным регистром доноров костного мозга. Принять участие в проекте может каждый здоровый житель России в возрасте от 18 до 45 лет. Пересылка образца бесплатна для добровольцев. Чтобы стать донором костного мозга, вам нужно зайти на сайт rdkm.com, заказать конверт
заполнить свои данные, а также указать свой адрес. Через месяц вам придет уведомление о получении письма. В конверте будет все необходимое. Палочки специальной пробирки отправляются в Казань для определения генотипа. В Горном районе Центр социально-психологической поддержки молодежи и семьи работает 10-й год. На круглом столе, посвященном юбилейной дате, обсудили достижения центра. Руководитель учреждения Сахая Платонова в режиме онлайн ознакомила с основными направлениями работы. При этом отметила, что организация психологической работы не может быть эффективной без эффективного межведомственного взаимодействия. За десятилетний срок Центр реализовал ряд целевых программ, среди которых «Мир молодой семьи», «Преодоление», «Шаги к успеху», профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи и профилактика аутоагрессивного поведения. Мы работаем с биржей труда, где подписано соглашение на сопровождение психологического, и чтобы у них была социальная адаптация, и чтобы им было нетрудно, чтобы найти работу. И потом работаем с женщинами, абортниками, до консультаций, абортные, с онкобольными, с кризисными ситуациями. Далее мы работаем с СИНУИ, где наши условно осужденные, чтобы тоже проходили адаптационный период во время, когда стоят на учете. Постоянный комитет по делам семьи и детства провел круглый стол на тему социальной поддержки детей с инвалидностью. В обсуждении участвовали курирующие данный вопрос министерства и ведомства, а также представители общественности. Чего не хватает в действующих мерах поддержки детей с инвалидностью, узнал Дмитрий Тымыров. Во время круглого стола представители министерств и ведомств отчитались о проделанной работе. Так, по данным Министерства труда и социального развития, сегодня на территории республики проживает всего 57 724 инвалида, из них 6 554 ребенка. По словам председателя Якутского общества инвалидов Ирины Лебедевой, действующие механизмы поддержки детей-инвалидов и семей с детьми с инвалидностью недостаточны. Сегодня 507 граждан с ограниченными возможностями здоровья состоят на учете для улучшения своих жилищных условий. Но, к сожалению, на сегодняшний день средства предусматриваются не на должном уровне, соответственно, динамика, которая у нас на сегодняшний день сформирована, она оставляет желать лучшего. Но на следующий год у нас немного увеличены средства. Если в прошлом году у нас было предусмотрено 46 миллионов, то начиная с 2022 года у нас увеличение порядка на 90 миллионов рублей. И в соответствии с законом о государственном бюджете у нас предусмотрено за счет средств федерального бюджета 141 миллион на 2022 год. И в 2023 году у нас предусмотрено 131 миллион и 145 миллионов в 2024 году. По словам Ирины Лебедевой, только одна семья с ребенком-инвалидом улучшила жилищные условия. Между тем, только за этот год, по данным Любови Бурнашовой, заместителя министра здравоохранения, для обеспечения отдельных категорий граждан, в том числе и детей-инвалидов, финансирование составило более 2 миллиардов рублей. Помимо этого, в целях оказания медицинской помощи детям с тяжелыми и хроническими заболеваниями создан фонд добра. В настоящее время определены перечень заболеваний и перечень лекарственных препаратов, закупаемых фондом «Фонд добра» для оказания медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими хроническими заболеваниями, в том числе редкими орфанными. В завершении круглого стола общественники представили ряд предложений. Ими предложено усовершенствовать действующее региональное законодательство в сфере социальной аренды, а также озвучены вопросы инклюзивного образования в школах Якутии. Помимо этого, предложили расширить услуги сурдопереводчиков и в целом работу с людьми с инвалидностью. Все предложения будут рассмотрены по отдельности. Часть предложений будут отражены в новых законодательных документах. Дмитрий Тымыров, Григорий Николаев, Якутск. Идем далее. В Амгинском районе сегодня торжественно запустили 2 многоквартирных дома, построенных по программе переселения из аварийного жилфонда. 19-квартирный жилой дом в селе Чапчулган, второй в районе, сданный по этой программе. Первый недавно сдали в селе Михайловка. Также свои двери сегодня открыл самый крупный жилой дом в селе Амга. В 56-квартирном доме 30 квартир выделены переселенцам из аварийного жилфонда, а 16 квартир детям-сиротам.
В дальнейшем по данной программе планируют строительство многоквартирных жилых домов в других селах. Данной программы у нас в Амгинском улусе, начиная с 2019 года, введены в эксплуатацию на сегодняшний день пятый дом. Перед нами еще стоит задача ввести в эксплуатацию еще несколько домов. Задача очень амбициозная, но благодаря поддержке правительства нашей республики, благодаря поддержке руководства Министерства строительства, эти возможности нам предоставлены. И надеемся со своей стороны тоже их не подвести и ввести в эксплуатацию все дома, которые нам еще предстоит, вовремя, в срок и качественные дома. А в поселке Люкачен Вилюйского района ведут строительство культурного центра. Работают 2 бригады, которые планируют завершить строительство к Новому году. В 2018 году здание культурного центра было под угрозой обрушения, его снесли. С тех пор все культурно-массовые мероприятия проводились в спортивном зале местной школы. Все эти годы в селе вели строительство нового здания центра. Его ввод в работу планируется уже в наступающем году. Сообщается, что культурный центр будет обеспечен новым оборудованием и креслами. Все работы проводят благодаря дивидендам от компании «Алроса», поступающим муниципальным образованием. Люкачен в этом году получил 16 миллионов рублей. В Стахотеатре на торжественном вечере отметили 125 лет со дня рождения первого якутского мелодиста, музыкального деятеля Адама Скрябина. Этот год в Хангаласском улусе прошел под эгидой юбилейной даты талантливого музыканта, основателя хорового искусства в Якутии. Создан видеосюжет о жизни и творческой деятельности Адама Скрябина, организованы мастер-классы по живописи, проведен национальный цех и другие мероприятия. На торжественном вечере организовали большую выставку о талантливом человеке, поставили спектакль силами самодеятельных артистов Хангаласского улуса. С детских лет он сочинял стихи, пел песни, именно которые вобрали в себя всю вот эту народную любовь к земле Саха. И он чинил музыкальные инструменты, играл на якутской скрипке, которую сам он сконструировал. И, конечно, его родная мама, она была против, считала, что заниматься музыкой – это занятие не мужское. Но настолько была глубоко любовь его к музыке Адама Васильевича, что он связал всю свою жизнь именно с музыкой. Далее смотрите программу «Якутия Лайв», ну а мы продолжим следить за развитием событий. Оставайтесь на канале «Якутия 24».